Осетинский народ бесконечно благодарен великому земляку за его наследие, за подвиги, которые он совершал, борясь за свободу нашего народа. Сегодня Коста вспоминали в Цхинвале. К его памятнику возложили цветы, рассказывали истории из его жизни, обсуждали его творчество, читали его стихи. Howdo mahkama qakkanam Kosta kattaritar jirta ironov zagad khay we mahanu qakkaninak we mahanu ауdinak махалкома журам махкома накастар тохорканам Костаев загал. 1 апреля 1906 году остановилось сердце человека, чье имя навсегда вписано в историю народа, которому он посвятил свою жизнь. Прошло 115 лет со дня смерти Коста Хетагурова. Человек, бесконечно любящий свой народ, он по праву является главным человеком осетинской культуры и литературы. Коста Ливанович без остатка любил родную землю. Из-за любви к ней он не мог молчать о тяготах и несправедливости к простому народу, за что был несправедливо осужден на изгнание, ставшее для него роковым. Он готов был отдать свою жизнь ради того, чтобы чем-то улучшить жизнь родного народа. Я счастья не знал, но я готов в свободу, которой я привык как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу я мог когда-нибудь к свободе проложить. В 1901 году после ссылки Коста вернулся во Владикавказ. Здесь он пытался открыть школу рисования для одаренных детей, однако все начинания остались незавершенными или неосуществленными. Коста тяжело заболел, и конец 1903 года Хетагуров, больной и одинокий, провел в холодной квартире. Сестра поэта Ольга забрала его обратно, приняла на себя все заботы о больном брате. Вместе с ним она поселилась в отцовском доме в селе Лаба. Заболевание поэта было неизлечимым. Измученный тяжелой болезнью, Коста умер на руках у сестры в 5 часов вечера 1 апреля 1906 года. Коста Хетагуров был похоронен рядом с отцом в этом селе. Но осетинская общественность не согласилась с этим фактом, и тело поэта было перевезено во Владикавказ 16 апреля и был захоронен во дворе Осетинской церкви. В Осетии скорбный груз встречали на железнодорожных станциях по пути следования. На вокзале Владикавказа гроб с телом Коста встречало огромное количество людей. Хотя была приготовлена траурная колесница, гроб всю дорогу несли на руках. Оксана Джуева, Азиз Багаев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.